В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Итоги и планы. Грозный продолжает расцветать. Я знаю, что город активно развивается. Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. О социально-экономических достижениях региона и какую оценку дал глава государства нашим успехам. Уникальное и удивительное. Встретили очень радушно. Честно, мы были приятно удивлены. В Южной Осетии впервые прошли Дни чеченской культуры, о творческой программе в Схинвале и впечатлениях зрителей. Школа военкоров. Здесь были знания и информация, которая пригодится в том числе и в мирной жизни. Журналисты с разных регионов страны прошли боевую подготовку на базе Российского университета спецназа. Расскажем об уникальной возможности для самосовершенствования. Бойцы из региона в зоне специальной военной операции успешно несут службу и нацелены действовать до победного конца. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал президенту России Владимиру Путину на рабочей встрече в Кремле. Говорили в том числе и о состоянии социально-экономической сферы субъекта. Достижений во всех направлениях немало. Например, объем инвестиций в прошлом году вырос на 55% и составил 90 миллиардов рублей. Репортаж Адама Магомедова. На встрече с президентом России Рамзан Кадыров рассказал о главных достижениях Чеченской Республики за прошедший год в разных сферах. Регион занимает первое место по числу успешно реализуемых госпрограмм, национальных проектов, стабильный рост экономических показателей, промышленного производства, инвестиций, развивается предпринимательство, а также решается проблема с безработицей. Как дела в республике? У нас все очень неплохо. Это благодаря вам, да. Если вы... Благодаря чеченскому народу. Если вы разрешите, да, я чуть похвастался бы, да. Пожалуйста. Чеченская Республика заняла лидирующие позиции в различных сферах. У нас в первое место по числу успешно реализуемых госпрограмм, а также по реализации нацпроекта безопасной и качественной автодороги и регионального проекта «Чистая вода». Также мы в лидерах по формированию комфортной городской среды, социальной дегазификации, нацпроекту образования и вредной экологии. Регион перевыполнил показатель нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2,5 раза. Мы отмечаем стабильный рост экономических показателей, таких как объем строительства отгруженных товаров промышленного производства. Объем инвестиций вырос на 55% и составил 90 миллиардов рублей. Президент страны высоко оценил достижения субъекта, коих немало. Несмотря на западные санкции, мы успешно запустили 4 завода по производству стройматериалов на базе технопарка «Казбек». Продолжаем развивать комплекс «Ведучий». Начали строить нового терминала аэропорта в Грозном и модернизацию цементного завода. Кроме этого, мы смогли смело увеличить зарплаты бюджетникам в среднем до 15%. Безработица, которая в период пандемии сильно выросла, уже сократилась и составила менее 8%. Так как 2022 был годом промышленности, расширился технопарк «Казбек». На его территории запущено 4 завода. Помимо этого открыт завод по производству электрооборудования, электропульт «Грозный», а также до 1,5 миллиона тонн увеличен объем производства смесей на предприятии «Чеченцемент». Казбек является одним из самых удачливых проектов ВЭБ РФ, так как именно Внешэкономбанк являлся финансовым партнером, инвестором этого проекта. Также проект включен в перечень перспективных проектов в реализации стратегии социально-экономического развития СКПО. Республика лидирует в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Профильным министерством проведен большой объем строительных работ. Ведомством было отремонтировано 143 километра дорог и 5 мостов. Применяются новые наилучшие технологии. Это по укладке земполотна. Да, мы применяем дорожную нить.
И по земполотну мы ведем укрепление на откосах, георешетки применяем. Также на покрытии проезжей части применяем и геосетки, и другие материалы, которые улучшают качество сцепления асфальтобетонных покрытий. Субъект показывает высокие результаты в сфере здравоохранения. Регион отлично справляется с противодействием злостным вирусам и созданием коллективного иммунитета. В сфере здравоохранения у нас хорошие результаты. Мы лидеры ревакцинации от коронавируса, вакцинации от гриппа и диспансеризации. Республика снова заняла первые места в рейтингах по отсутствию вредных привычек и росту демографии. Больница оснащается современной техникой, это порядка 100 единиц автомобилей и 30 карет скорой помощи. Построены 2 участковые больницы, вводятся 4 фельдшерских пункта. Особое внимание ведомство уделяет реабилитации лиц, которые переболели различными заболеваниями. У нас сегодня самый высокий уровень рождаемости в Российской Федерации. По итогам октября месяца 20,5 на 100 тысяч населения составляет. Также мы отмечаем снижение общей смертности, снижение смертности от болезней системы кровообращения. Все это стало результатом слаженной работы медицинских организаций Чеченской Республики по раннему выявлению заболеваний, качественному оказанию помощи в республиканских учреждениях. Туризм в субъекте стабильно развивается, ведутся работы по улучшению горнолыжного курорта Ведучи, дан старт такому направлению, как медицинский туризм, развивается экотуризм, и этот список только расширяется. У жителей и гостей региона большой выбор для приятного отдыха. В Биной активно очень строится новый горнолыжный курорт. Да, он не такой масштабный, как Ведучи, но тем не менее этот проект очень большое значение имеет для Нажиртовского района и для Чеченской Республики в частности. В Галанчевском районе планируется строительство огромного кластера под названием Деймох, и этот кластер будет включать в себя и гостиницы, и спа, и все возможные активности и развлечения для внутреннего въездного туризма. Таких объектов очень много в каждом районе, буквально каждый район может похвастать новыми проектами, которые реализуются с конца прошлого года. В республике строится новый аэродромный комплекс, способный принимать до 12 самолетов одновременно. Уже к 2026 году рассчитан пассажиропоток в 1 250 000 человек в год. Он создаст около 800 рабочих мест, а также обеспечит доступ к основным туристическим направлениям на юге России. Ведутся подготовительные работы, завершены все временные здания и сооружения, раскопаны котлованы, идет обратная подсыпка. После заключения главгосэкспертизы, на сегодняшний день, который идет корректировка проектной документации, будет уже окончательно точно принято решение для дальнейшего строительства данного объекта. Но, хотя идет корректировка проектной документации, работа не останавливается. Проект «Чистая вода» продолжает успешно реализовываться в субъекте. Построено 13 объектов питьевого водоснабжения в 10 муниципальных образованиях. Помимо этого идет активная очистка водных сооружений. По водохозяйственному комплексу могу сказать, что у нас реализуется нацпроект в виде сохранения уникальных водных объектов. У нас расчистка Сунжицкого водохранилища в Заводском районе, реализация его запланирована, окончание реализации запланировано на 2024 год. Огромный объем работ проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря ему 22 тысячи семей улучшили жилищные условия. Развивается городская инфраструктура, строятся новые объекты, а также увеличился объем вводимого жилья. Особую гордость вызывает успехи Грозного. Чеченская столица была признана лучшим городом для предпринимательства. Грозный впервые занял первое место в всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и первое место по итогам года федерального рейтинга индекса качества городской среды. Естественно, у нас возникают текущие сложности, но они решаются благодаря вниманию и поддержке правительства России. Активно ведутся мероприятия по благоустройству общественных территорий в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды и нацпроекта «Жилье и городская среда в районах республики» занимаются установкой малых архитектурных форм. Это беседки, скамейки, урны, а также ведется строительство пешеходных тротуаров, ремонт уличного освещения и озеленение. Была проведена масштабная работа по реализации национального проекта «Жилье и городская среда», а также национального проекта «Экология».
В рамках 2 национальных проектов были проведены такие работы, как прокладка сетей водоснабжения, строительство мусоросортировочных комплексов, также строительство жилья в рамках программы развития жилищного строительства. Всего в 2022 году министерством реализовано 12 подпрограммных мероприятий в рамках вот этих вот 2 национальных проектов и 3 государственных программ, это в том числе формирование комфортной городской среды, в рамках которого на территории Чеченской Республики благоустроено 64 общественных территорий. Программа развития газоснабжения региона активно реализуется. В 2022 году по плану дегазифицировано 20 тысяч домовладений. Строятся новые газовые сооружения, в том числе и в горных районах республики. А малоимущим семьям оказывают дополнительную помощь. Исполнение дегазификации, плановые показатели, которые были запланированы к исполнению к 31 декабря 2022 года, как мы озвучивали и ранее, были исполнены к 1 декабрю с перевыполнением на 4%. На сегодняшний день плановые показатели выполнены на 110%. В регионе также имеется особая экономическая зона промышленно-производственного типа Грозный, которая находится в Шейх-Мансуровском районе. Ее площадь составляет 256 гектаров. На территории ведутся работы по постройке транспортной, инженерной, социальной, инновационной инфраструктуры. Реализация проекта планируется до 2068 года. В будущем он станет одной из основных точек роста экономики региона. На сегодняшний день есть 4 резидента особой экономической зоны, и завершился по итогам 2022 года первый этап строительства особой экономической зоны – это подведение инженерных сетей. В текущем году мы планируем отразить и объем инвестиций от указанных выше резидентов. Успешно реализуется и национальный проект образования, который дал новый толчок для развития этой сферы в регионе. В рамках него учебные заведения возводятся по всей республике, обусловлено это в частности демографическим приростом населения. Кроме того, проводятся различные мероприятия, конкурсы, в том числе приуроченные к году чеченского языка, который был учрежден главой субъекта. В этом году сразу 44 школы в Чеченской Республике, они подверглись капитальному ремонту, благодаря которым они стали уже усовершенствованными, обновленными современными школами. Также мы знаем, что по инициативе главы республики планируется в следующем году открыть филиал Московского государственного университета имени Ломоносова. Чеченская республика занимает особое место в выполнении специальной военной операции, поскольку помимо активного участия бойцов, именно в Российском университете спецназа в Гудермесе проходит подготовка военных не только со всей страны, но и из-за рубежа. А региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, занимается снабжением добровольцев всем необходимым. Владимир Путин поблагодарил Рамзана Кадырова за все заслуги в этом направлении. В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики. Мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение ее цели и задач. Спасибо вам еще раз за все, что вы делаете для Чеченской Республики и всей России. Российской Федерации. Мы не подведем вас. Я сомневаюсь, Грозный продолжает расцветать. Я знаю, что город активно развивается, так же, как и Чеченская Республика в целом. И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю. И духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется. Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова. Спасибо им большое. Бойцы Чеченской Республики с первых дней начала СВО находятся в самых горячих точках и успешно выполняют все возложенные на них задачи. Благодаря их высокому духу и качественной подготовке они смогли очистить от неонацистов множество населенных пунктов Украины. Весь чеченский народ во главе с Рамзаном Ахматовичем делает все возможное и невозможное для того, чтобы закончить навсегда с этим сатанистским режимом во главе с этим ЛГБТшником Зеленским. Где бы наши бойцы ни находились, везде, где наши подразделения, совместно с Министерством обороны, с Росгвардией, с подразделениями МВД,
и с теми подразделениями Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской области, Херсонской области. Мы везде находим понимание и вместе делаем все для того, чтобы приблизить нашу победу, мир для тех людей, которые находятся на этих территориях. Поэтому сколько благодарности и какое отношение, это даже не выразить словами. Настолько я сам лично, начиная от Мариуполя, бывал везде в этих областях. Народ всегда во всем благодарит президента страны Рамзана Ахматовича и фонд первого президента, Героя России великого Ахмад Хаджи, нашу дорогую маму Аману Несиевну, всех тех, кто способствует, помогает в данной военной операции. Благодаря огромным усилиям руководства республики регион достигает все больших успехов. Города и села с каждым годом преображаются, тем самым улучшается качество жизни населения. Ада Магомедов, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». На территории Луганской Народной Республики прошло награждение бойцов, отличившихся во время взятия стратегически важного населенного пункта. Медали за отвагу от президента России передал командир специального отряда Ахмат Апти Алаудинов. Один из военнослужащих-одиночку сдержал вражеское нападение. На данный момент он находится в больнице, состояние его стабильное. Награду за него взял его брат, который также принимает участие в СВО. Артур, от всего сердца поздравляю твоего брата и тебя в том числе, потому что твой брат проявил себя как настоящий герой. Я знаю, что каждый из вас является героем, но передай ему эту награду. Я так думаю, что если у меня получится, я его навещу в госпитале. Это вопрос тоже обязательный для меня. В школах селения Мескарюрт и Гойты увековечили память их выпускников Увайса Даутмирзаева и Индари Абкарова. Погибли они в зоне проведения СВО, защищая традиционные ценности нашего народа. Присутствующие выразили соболезнования родным и близким. Бойцы, отметив, что подрастающее поколение должно знать и помнить своих героев. Луиза Яхьяева продолжит. После 6 лет службы в Росгвардии в числе первых он отправился на Украину как участник специальной военной операции. Увайс Даутмирзаев – отец, муж, дядя. Он скончался при исполнении служебного долга. Сегодня его подвиг чествуют в школе селения Мескарюрт. Увайс, чего дикная пластвор, диквашвар, бусал конториз, иман долж, дикная пластвор, крис. В родной школе Увайса ставили в пример даже спустя годы после выпуска. Преподаватель по воспитательной работе с теплотой вспоминает о погибшем. Увековечивание памяти о настоящих патриотах страны стало доброй традицией. Мемориальные доски с именами погибших участников СВО появляются в учебных заведениях по всей республике. Все ради того, чтобы подрастающее поколение не забывало тех, кто боролся за морально-нравственные ценности народа. Еще один монумент появился в селении Гойты на стене 3-й общеобразовательной школы. Он также посвящен герою, старшему сержанту полиции Индарби Абкарову. Стоит отметить, что оба бойца служили в батальоне ОМОН Ахмат-1. Луиза Яхьяева, Резван Насипов, Харон Абдулаев, Вести. Чеченская Республика. Известный чеченский богослов Магомед Хейтанаев прочитал проповедь для верующих в Мариупольской мечети имени Сулеймана Великолепного и Роксоланы. Он подробно рассказал о важности проведения специальной военной операции и о том, почему ее можно считать джихадом. По его словам, она ведется против Запада, который навязывает всему миру нетрадиционные ценности. Они открыто, явно стали против Бога, против Создателя. Они хотят изменить Божьи законы. Они сжигают священный Коран, открыто, не стесняясь мусульман. И законы ихние разрешают это. Они хотят уничтожить общину Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Все те ценности, которые были ниспосланы Всевышним.
Верующие сильно прониклись хутбой, им она понравилась и даже воодушевила. Они отмечают, что рады возможности проводить совместные религиозные мероприятия. Очень идеальный был хутба. Спасибо большое, все организовали. Про пророка, про Аллаха единое. Так мы плачали, очень сильно надел. И про американское, которые сказали, тоже нам очень понравился, очень это. Ветераны боевых действий региона, получившие ранения во время служебного долга, обратились к главе республики с лозунгом «Мы готовы в любой момент отправиться на территорию проведения специальной военной операции». Такое желание они изъявили, чтобы защитить родину и поддержать своих братьев. Стоит подчеркнуть, что наши бойцы принимают активное участие в спецоперации с самых первых дней ее проведения, а желающих отдать долг стране становится все больше. Уважаемый Рамзан Ахматович, мы, сотрудники различных силовых структур Чеченской Республики, получившие тяжкие ранения на пути Ахмат Хаджи Кадырова до Алгазов облдользу, хотим заявить о своей полной поддержке вашей политики и решения, принятых вами на благо нашей республики и всего чеченского народа. Каждый из нас по первому же вашему приказу готов вернуться в строй, плечом к плечу с доблестными братьями отстаивать интересы нашего великого государства в любой точке мира. Ни наше состояние здоровья, ни козни различных провокаторов, ни угрозы врагов страны не станут для нас препятствием на пути к выполнению поставленных вами задач. Рамзан Ахматович, для нас, ветеранов, будет большой честью внести посильный вклад на пути первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат Хаджи Кадырова, Далгазов облдольцу, которому вы все эти годы достойно следуете. Уважаемый Рамзан Ахматович, вы являетесь гарантом мира и стабильности на чеченской земле, примером истинного патриотизма, верности своему долгу и родине. Число добрых дел, сделанных вами за все годы на посту руководителя региона, невозможно сосчитать, но их результаты очевидны. Сегодня наши граждане могут жить свободно и счастливо на родной земле с верой в светлое будущее. Наши бойцы в любую минуту готовы встать рядом с вами и даже ценой собственной жизни защищать стабильность и мир, достигнутые вами упорным трудом. Хотим выразить вам слова искренней благодарности. Все, что вы делаете ради благополучия наших семей, родных и близких. Ларами мехкада, хандик ваш Рамзан Хадж. Холодин делах, похадна ахмад аджини адон. Хакаман дадон, хатиш бина устидон. Хун юшхена, хун улли дайт кичи дон. Хадал мукшмаш лилвел, дал духва вел, дал тишен биях киямат хунах. Воч балах ларвел. Хуана устидон. حون ويش تكون شخصين وشملدو ديل ريز فلهم تمه كده رمضان الحج أحمد 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 الله أكبر الله أكبر. О женском и детском здоровье говорили в Республиканском перинатальном центре. Там состоялась международная научно-практическая конференция. Лучшие доктора со всей России говорили о методах сохранения и улучшения здоровья ребенка и матери. Амина Тупилагова побывала на заседании и законспектировала самое важное. Медпомощь должна повышаться не в цифрах, а по ощущениям. Такие слова озвучил президент страны Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в феврале текущего года, в очередной раз подчеркивая значимость темы здравоохранения. И, конечно же, в ее основе лежат вопросы детского и женского здоровья. Ведущие специалисты из лучших научных учреждений России, таких как Национальный медицинский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, а также Института традиционной восточной медицины, собрались на базе Республиканского перинатального центра, чтобы провести международную научно-практическую конференцию на тему «Междисциплинарные вопросы детского и женского здоровья». Мы составили программу таким образом, чтобы осветить все проблемы и акушерства, гинекологии, и анестезиологии, и педиатрии, и неонатологии. Соответственно, в этих блоках представлены самые современные данные о лечении, диагностике детей, новорожденных детей и беременных женщин, о вопросах маршрутизации, вопросах нормативной базы и, соответственно, о клинических рекомендациях. Это те нормативные вещи, по которым работает сейчас все здравоохранение Российской Федерации. На протяжении многих лет Чеченская Республика является лидером по рождаемости в стране. И несмотря на все благоприятные моменты, связанные со статистикой, также имеются и проблемы.
проблемы. Прежде всего, это, конечно, амбулаторное звено. Что касается женщин, женщины не всегда вовремя встают на учет. И достаточно, я думаю, какие-то факторы социального плана должны быть решены. Халатное отношение к планированию беременности и несвоевременная постановка на медицинский учет в женской консультации может привести к тяжелым последствиям, таким как анемия, преждевременные роды и другим. Этому анемии нужно уделять очень большое внимание. Хотя бы раз в году наши пациентки должны сдать общий анализ крови, сывороточное железо, уровень ферритина, для того, чтобы решить вопрос, нет ли у них железодефицита. Вовремя диагностировать, вовремя пролечить, чтобы не иметь те осложнения, которые возможно. Поэтому я надеюсь, что эта конференция принесет большую пользу как и врачам, которые прослушают эти лекции, так и всем женщинам Чеченской Республики. Выявить проблему и поставить правильный диагноз – всего лишь половина успеха. В рамках конференции участникам рассказали о правильном назначении лечения и препаратах, которым стоит уделить внимание. Можно, конечно, разработать многие тысячи препаратов, но пользоваться ими сложно. То есть должны быть несколько ключевых, таких базовых, так скажем, инструментов для педиатра, для неонатолога, для гинеколога, которым будет пользоваться, и другие узкоспециализированные, узконаправленные препараты, которые используются узкими специалистами. В рамках конференции в холле было представлено оборудование, которое производится в стране компанией «Росатом» и включено в стандарт оснащения реанимации новорожденных. Его уникальные возможности позволяют, не применяя баллонные системы, которая до этого применялась в лечебных учреждениях, спасать от серьезных очень заболеваний при тяжелом повреждении легких. Аналогов в мире не существует. Кроме этого, применяется оборудование для взрослых пациентов в кардиореанимациях, при пересадках сердца, а также рекомендовано для реабилитации постковидной инфекции. Такое масштабное мероприятие привлекло внимание медиков почти со всего Северокавказского федерального округа, которые не могли упустить возможность перенять опыт у ведущих специалистов страны. Мы всегда рады таким выездам. Во-первых, это возможность познакомиться с другими коллегами, пообщаться, перенять у них опыт, поделиться своим. Всегда интересно, как у них все это работает, как у них налажено, как у нас. Мы делимся опытом. И такие встречи, сейчас все проходит онлайн, и когда офлайн какие-то встречи, мы стараемся их не упускать. Важность подобных мероприятий трудно переоценить, ведь они напрямую способствуют повышению уровня знаний медицинских специалистов. Для того, чтобы помощь была высококвалифицированная, чтобы она была доступной, чтобы мы получали хорошие перинатальные исходы, чтобы наши показатели были наилучшие, конечно, необходимо растить кадры. Высококвалифицированные кадры делают полностью медицину. Поэтому мы со своей стороны уделяем огромное внимание повышению квалификации, обучению медицинских кадров. В мире нет ничего, что имело бы большую ценность, чем здоровье. И чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, в первую очередь нужно внимательно относиться к этому бесценному ресурсу. Амина Тупилагова, Сайтамин Мусаев, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Культура – фактор, влияющий на объединение общества, а также интеграцию людей в него. В Южной Осетии прошли Дни чеченской культуры. Инициатор и идейный вдохновитель мероприятия министра культуры Айшат Кадырова. Жители познакомились с творчеством Русского драматического театра имени Лермонтова и ансамбля «Войнах». А солисты филармонии имени Шахбулатова представили концертную программу. Турпал Алитайсумов о впечатлениях зрителей. Последний вечер Дней культуры Чеченской Республики прошел с еще большим размахом. Любителям хореографии неслыханно повезло оказаться в местном юго-осетинском театре. Зрители уже заняли свои места. После увиденного накануне спектакля билеты на концерт раскупили быстрее обычного. А это значит, каждый предвкушает насладиться сполна красочными номерами и песнями. Государственный академический ансамбль «Танцы в войнах» приготовил множество номеров. Насыщенная программа визита, инициатором которого стала министр культуры региона Айшат Кадырова, не оставила равнодушным никого. При этом сами осетины оказались очень гостеприимными. Южная Осетия нам понравилась, встретили очень радушно. Честно, мы были приятно удивлены, насколько народ дружелюбный. Вчера у нас состоялся показ спектакля «Белла». И на этом спектакле мы видели, как зритель добродушно и с такими эмоциями в конце аплодировали. И мы стояли в зале, это было очень приятно.
На сцене тем временем демонстрировались грациозные танцы в чеченском традиционном стиле. Девушка движется словно лебедь, медленно и плавно, а мужчина наоборот. Кроме того, искушенные зрители, в числе которых первые лица правительства Южной Осетии, увидели некоторые войнахские обычаи. Красочно выглядят и трюки с музыкальными инструментами. Солисты Государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова, а также артисты национальной эстрады исполнили для зрителей красивые и трогательные песни. Невероятный вокал ощутим во всем зале. Сильные эмоции зрители испытали от песни Мурада Байкаева «На дороге отца», посвященной пути первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Кто сказал, что сыны за отцов не в ответе? Если дело касается чести семьи. Местные артисты также исполнили национальные мотивы, сближающие два народа. Уже после на сцене первый заместитель министра культуры Чеченской Республики Марит Байсарова отметила, что весь коллектив постарался выступить на максимуме своих возможностей. Я еще раз хотела бы поблагодарить от всего сердца в первую очередь руководство и вас, Рада Филипповна. И также наши дорогие уважаемые зрители. Спасибо вам огромное за такую теплую отдачу. Ваши аплодисменты. Мы все надеемся, что мы оправдали все ваши ожидания и что вы получили удовольствие от просмотра. Спасибо. Здесь же указом президента Республики Южная Осетия Айшат Кадырова была награждена орденом дружбы за большой личный вклад в развитие дружбы и сотрудничества между народами Южной Осетии и Чеченской Республики. Официально министра культуры Чеченской Республики Айшат Рамзановны Кадыровой хочу выразить огромную благодарность президенту Республики Южной Осетии за внимание. От себя хотелось бы добавить и сказать, что Айшат Рамзановна, как никто, заслуживает этот орден, потому что в наши дни дружеские отношения развивать между регионами, я думаю, это самое главное. Естественно, это и делает наш министр культуры Чеченской Республики Айшат Рамзановна. Присутствующие подчеркивали трогательные номера и то, как они открыли для себя чеченскую культуру. Дай Бог, и мы будем молиться, чтобы ваши достижения росли и росли, чтобы вы показывали это во многих странах, не только в нашей многострадальной Южной Осетии, но и круг, и вот, значит, как бы я сказала, расширялся. А вас, что я могу сказать, приглашаем вас. Почаще приезжайте к нам, доставляйте нам это удовольствие. На этом визиты Министерства культуры в соседние дружественные страны не заканчиваются. Впереди их ждут гастроли в Абхазии, а затем и в субъектах России, чтобы каждый житель нашей необъятной страны, даже самых отдаленных ее уголков, смог познакомиться с богатой культурой чеченского народа. Турпал Алита Исумов, Хусейн Мурдаханов и Харон Абдулаев. Специальный репортаж из Южной Осетии. Вести. Чеченская Республика. Состоялся первый этап конкурса по чеченскому языку «Нохчин Меттен Гоузанча». Прошел он по всей республике и посвящен знанию родного языка. Участники, показавшие лучшие результаты, будут соревноваться между собой на региональном уровне. О состязании расскажет Адам Сулейманов. Язык есть народ, нет языка, нет народа. Слова, содержащие колоссальный смысл и по-особенному актуальны на сегодняшний день. Так как 2023 год по указу главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был объявлен годом чеченского языка, по всей республике проходит первый этап конкурса на его знание под личным контролем министра образования и науки Чеченской Республики Хошбауди Дааева. شيء نخشي مت جوزنش على يزا خزات يولش ويقوسن بود عبولين تأخوي حلقوتنا صبوت خان بالجلي أخن مسرجرا داغلاز لوش وشن كوس شحيوش بوه بنيت ويلمو يون ألش ما خدر وديقش تأخ شغل مريحة ويا بالجل داختلش نخشي مت دوشتل دشنش سي هورما إسه دوق ويتسن نخشي سجوزر بوه يزل يزر بوشبو تسولت أحا ويتسن خ جمعش حجن حوسنا تأخ فينال بوه بالجل بوقربو. Одним из пунктов проведения этапа стала школа номер 4 Курчелоевского района. В ней собралось 53 участника, каждый из которых решил проверить свое знание родного языка. Ну и, конечно же, стать обладателем денежного приза. Победитель получит 5 миллионов, за второе место полагается 2 миллиона и 1 миллион за третье место.
Основная цель конкурса – это развитие и популяризация чеченского языка, поскольку он является основой формирования нашего народа и его духовно-нравственной ценностью. На выполнение заданий конкурсантам дается 3 часа, после чего работы будут собраны на проверку. В качестве наблюдающей и проверяющей комиссии выступает Институт чеченского языка. Что касается 2 и 3 этапа, даты их проведения не оглашаются, как и сами задания, но заявки до сих пор продолжают поступать. Проверить свои способности, خاطرش интересный дар قدعوجر خلاداتر نخشي موت سهوشورك نخشي وات يتسبيشورك سبيزم برشوات. Возрастных ограничений для участников нет, в связи с чем даже юные знатоки имеют возможность продемонстрировать свое владение родным языком. Общее число участников конкурса со всей республики составляет порядка 1000 человек. У каждого из них только одна задача – сохранить наше главное достояние и увековечить его в сердцах каждого жителя. هرشو نخشي متشو الدقيق در سيوكاتشو ومسارة ويشردين تعديل دل نخشي موت قواش لربيش قهيجا ديزة تودع بلاش بابيزر. Язык – это основополагающая часть как самой культуры, так и народа. Данный конкурс призывает семьи больше внимания уделять родному языку, практикуя его так же, как и другие европейские, что так вошли в современную модную тенденцию. Адам Сулейманов, Магомед Басаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Журналисты из разных регионов страны прошли боевую подготовку в Российском университете спецназа в Гудеремесе. Занятия касались тактической, инженерной и топографической подготовки, умению оказывать доврачебную помощь, правильно и оперативно подбирать и пользоваться экипировкой. Медина Мударова узнавала все подробности. Одной из опасных сфер деятельности в мире является журналистика. Репортеры всегда в гуще событий, будь то природные катаклизмы, политические потрясения или же военные действия. Вот и сейчас корреспонденты находятся на передовой, освещая ход специальной военной операции. Что делать в непредвиденных ситуациях и как эффективнее всего защитить себя? Об этом нашим коллегам рассказывают в Российском университете спецназа. Научиться пользоваться оружием Елена Мирошникова хотела давно, и вот предоставился уникальный шанс. За 12 лет работы в СМИ девушка признается, что эти знания для нее являются новыми и очень ценными. Я очень долго искала какие-нибудь курсы, выбирала между разными и просто решила, что, наверное, именно здесь, в Российском университете спецназа, будет действительно наиболее интересная, наиболее комплексная и качественная подготовка. Я уже выезжала в сторону Луганска, но не была на передке, поэтому, в принципе, да, если будет такая возможность, мало ли, куда заведет еще судьба, может быть, действительно придется эти знания на практике применить, но здесь были знания и информация, которая пригодится в том числе и в мирной жизни. То есть как остановить кровотечение, как правильно перемещаться по местности, просто смотреть себе под ноги. Это пригодится действительно абсолютно каждому. За 5 дней обучения журналисты прошли занятия по тактико-специальной, инженерной и топографической подготовке. Также их обучили грамотно оказывать доврачебную помощь, правильно подбирать и пользоваться экипировкой. Инструкторы с боевым опытом помогают довести приобретенные навыки до совершенства. Занятия у нас по тактической медицине. И это можно какие-то моменты встретить и в быту, и в обычной жизни, не только в опасных районах, когда люди выезжают. А так, конечно, занятия полезны, и людям знать про экипировку дополнительную, как ее правильно готовить, как ее правильно выбирать. Это, в принципе, может не только в опасном районе пригодиться, но и где-то в других моментах. Участники проявляют себя с положительной стороны, интересуются, задают много вопросов, своим опытом делятся, что для нас очень важно и очень полезно. Без практических занятий здесь никак. Участникам рассказали о необходимых действиях в ситуации захвата заложников, средствах индивидуальной защиты, экипировке, необходимой в опасных районах. Также объяснили, как себя вести при ракетном, артиллерийском и других обстрелах. Обстановка максимально приближена к боевой.
Самопомощь, ранена правая рука. Подаем команду, помощь оказываем. Быстрее, быстрее. Это уже последнее завершающее занятие для третьей группы обучающихся. Они отрабатывают темы, пройденные ранее. На этот раз это перемещение по открытой местности. На данный момент участники следуют маршруту, указанному ранее на карте. В ходе пересечения листового массива особое внимание уделяется тому, чтобы отработать навык быстрого реагирования в случае обнаружения растяжки или мины. Помимо сбора информации, военное обозрение также включает в себя ведение репортажа прямо с горячих точек. Для того, чтобы научиться этому, Адам Сулейманов и пошел на курсы военной подготовки. Он работает на телевидении совсем недавно, но всегда мечтал попробовать что-то опасное. В первую очередь нужно понимать, что наша профессия требует от нас готовности практически к любой ситуации, неважно в городской среде или в зоне проведения военных действий. Исходя из полученных навыков, я могу быть уверен в том, что в случае ЧП я могу оказать помощь как самому себе, как и своему товарищу или обычным гражданским. В принципе, важность данных курсов не переоценима, особенно с особенностями нашей профессии. Это не последняя группа. Работа по прохождению журналистов о военной подготовке будет продолжена. Медина Мударова, Шахматсур Малатов, Сейдемин Дудмирзаев, Вести, Чеченская республика. В Чеченском государственном колледже состоялась торжественная церемония открытия регионального тура первого всероссийского чемпионата мастерства «Профессионал». Проходит он среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений. Состязание включает 12 компетенций. Медина Мударова продолжит. Курбан Ихяев учится на третьем курсе гуманитарного педагогического колледжа при ЧГПУ по специальности преподавания младших классов. В будущем мечтает стать учителем русского языка и литературы и видит себя только в этой профессии. За 3 года обучения он уже приобрел необходимый багаж знаний, который применит во всероссийском конкурсе «Профессионалы». Участие в нем поможет студенту развить уже имеющиеся навыки, узнать что-то новое и обменяться опытом с другими участниками. Придерживаться, я не знаю, там, например, в конкурсных заданиях есть время, ограничение во времени, вот именно 40 минут урока, объяснение нового материала, открытие нового знания, вот каких-то вот моментов, этапов придерживаться, да, хронометража, чтобы вот такие навыки у себя выработать. Вот, мне кажется, что это хороший конкурс, чтобы вот эти моменты вот отработать. В зале Чеченского государственного колледжа собрались люди, которые преданы профессии. Они с большим энтузиазмом и любовью относятся к своему делу. Это видно по горящим глазам. 85 участников по 12 компетенциям. Это студенты образовательных учреждений Грозного. Участников ждет 3 этапа – региональный, отборочный и финальный. Перед ними стоит нелегкая задача – получить звание лучшего профессионала. С каждым годом популярность, востребованность рабочих профессий в нашей стране растет. Отечественная система среднего профессионального образования развивается. На открытие первого регионального этапа чемпионата прибыл заместитель министра образования и науки Чеченской республики Ахмед Усманов. Он поприветствовал участников, отметив, что их ждет нелегкая борьба, а также пожелал ребятам удачи. Уважаемые преподаватели, дорогие наши участники, еще раз сердечно вас приветствую. Желаем всем вам, каждому из вас победы. Мы будем болеть за каждого из вас и надеемся, что вы покажете действительно профессиональное мастерство. Участникам предстоит проявить умение и смекалку, а также творческий подход к выбранной ими профессии. Я захотела принять участие, чтобы набраться нового опыта, новых знаний, показать себя, проявить, услышать экспертную оценку, знать, какие у меня минусы, плюсы, работать над собой. Затем участников пригласили на презентационные площадки по своим специальностям. Ребята ознакомились с работой, которая предстоит им в ближайшие 2 дня. На базе Чеченского государственного колледжа 4 площадки. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, документационное обеспечение управления и архивоведение, электромонтаж. Данная мастерская подразумевает под собой слесарную работу с металлом. Задача участников – изготовить модель кабеля. Ребята начнут с компьютерных программ и закончат обработкой материала, резкой, сгибкой и сборкой. От системы образования во многом зависит уровень развития региона и страны, экономики малого и среднего бизнеса. Благодаря успешному опыту организации проведения чемпионата молодым профессионалам удастся привлечь внимание заинтересованных лиц в системе среднего профессионального образования и продвинуть его вперед. Проведение подобного рода чемпионата носит с собой как теоретическую и практическую пользу.
все участники, независимо от того, стали они победителями или нет, приобретают на подобных чемпионатах, конкурсах, олимпиадах те знания, умения, навыки, которые им пригодятся в дальнейшем. Каждая профессия требует определенных умений по самым разным направлениям. У студентов они формируются в процессе выполнения заданий, а практическая подготовка обеспечит эффективное обучение. Медин Мударова, Сайдали Ампукаев, Сайдамин Дудмирзаев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном прошел финал чемпионата СКФО ЮФО по баскетболу. В соревнованиях приняли участие 4 команды. Чеченскую республику представляла «Динамо». После зрелищных игр определились победители. Почетное 3-е место заняла команда из Краснодара. 2-й досталось чеченским спортсменам. Ну а кубок увезли донские «Соколы» в Новочеркасск. В торжественной церемонии награждения принял участие министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов и мэр Грозного Хас Магомед Кадыров. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.